Друзья, вы вновь на канале «Сказы сибирского шамана». Я продолжаю тему варгана, варганной импровизации. Сегодня хочу вам предложить такое для размышления тему, как варган и танец, или танец с варганом. Наверняка, если вы играете на варгане, то замечали такой момент, что когда ты играешь на варгане, особенно когда играешь на варгане, а не просто слушаешь, хочется прям пуститься в пляс, начать танцевать. И всякий раз, когда ты испытываешь некое вдохновение от варгана, это танцевальные движения, они сами начинают как проявляться в тебе. То есть тело реагирует на вибрации варгана танцем. И это неспроста, я вам скажу, потому что варган издревле использовался для танца, для озвучивания танца, и как танец с варганом исполнялся. Обычно это был круговой танец, например, хоровод или йохор, или осаухай. У каждого народа он по-своему назывался. Но смысл этого танца всегда был сакральный, мистический. То есть во время танца под звуки варгана люди сочетались духовными сердцами своими и образовывали как бы единый такой организм. А среда сочетанных сердец, ее особенность такова, что в эту среду сходит дух великого отца. Вакантанки, золотого деда, как угодно назовите его, дух Великой Матери. И хоровод или круговой танец, он превращается в такое мистическое сакральное солнце. И все участники хоровода, все участники кругового танца превращаются как в маленькое солнце. Сходит сила божественная, сходит мощь, сходит сакральный мистический свет, сходит сила духа. Люди чувствуют единение и могут кружиться в этом танце бесконечно. Вот очень яркий пример такого танца – это якутский праздник на летнее солнцестояние, который называется Исаах или Исех. Праздник благословения. В современном мире еще подобные танцы проводят, например, индейцы, современные индейцы, мексиканские. Мне вот рассказывали очевидцы о том, как это происходит. То есть, допустим, шаман, духовный старец, просто, допустим, глава общины, берет в руки варган, играет и приплясывает на месте, а вокруг него вводят хоровод или круговой танец. Я не знаю, как он в Мексике называется. Вот, такой танец совершают все остальные. И так же самое происходит наполнение, мистическое сакральное наполнение происходит каждого участника этого танца. У славян это тоже было. Варган был любимым инструментом славян. И почти в каждом дворе можно было услышать звуки варгана, если верить записям некоторых, так сказать, исследователей. Почти в каждом дворе можно было услышать звук варгана. Сейчас, конечно, вы его не услышите в каждом дворе. Но будем надеяться, что русский варган возродится и возрождается потихоньку. Правда, больше всего он интересует, конечно, жителей крупных мегаполисов, допустим, Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Екатеринбурга. Это и понятно. Играя на варгане, человек возвращается сам к себе, к своим истокам. Он получает то, что не может получить, живя в таком крупном городе. Вот, так что всякий раз, когда вы, играя на варгане, испытываете вот такое вот вдохновение и желание пуститься в пляс, танцевать, танцуйте.
Сейчас я попробую показать, как у меня это происходит. Ну вот такие незамысловатые движения у меня. И вот даже такой танец простой, он, можно сказать, умножает действие варгана и помогает войти в тот образ, который ты озвучиваешь. Все зависит от того, что ты озвучиваешь. Вот я играл на варгане с артикуляцией йо-хор-йо. То есть безмолвно, без произнесения, артикуляцией произносил как бы вот это вот слова йохаря, йохаря. Йохаря, 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 йохаря. Вам в духе эти движения как бы сами подадутся. Главное отпустить свое тело и начать двигаться под тот такт и ритм, который вот подает варган. В этот момент ты испытываешь какое-то прям вдохновение, состояние полета. То есть как только начинаешь двигаться с варганом, так особый полет возникает. Можно сказать, мистический духовный полет белого орла. Так что если на вас найдет такое вдохновение, не гасите его, попробуйте испытать на себе. Это вас окрылит, обрадует. Вы переживете блаженство. Но если около микрофона нет возможности передвигаться далеко, просто на месте пляшите, вот по сути, как я сейчас показывал. Желаю вам новых горизонтов в освоении варгана, варганной импровизации. Я еще много буду об этом говорить, о тайнах варгана, о секретах варгана, о тайнах и секретах варганной импровизации, варганного звука, варганных обертонов. Коснусь природы обертонов. Обертона – это большая тайна. Почему они так воздействуют на человека? Это очень интересная тема тоже. Благодарю вас за внимание.
Оценивайте мои видео, пишите комментарии, задавайте вопросы. В комментариях поделитесь своим опытом. Находило ли на вас такое вот состояние, желание совершить танец вместе с варганом? Пишите, мне это очень интересно. Ваш личный опыт мне тоже очень интересен. Это все обогащает нас обоих, когда мы делимся. Я с вами, вы со мной. Очень тоже такой интересный процесс. Хочешь достигнуть высот варганной импровизации? Научи определенное количество учеников варганной импровизации, и ты зайдешь на новую ступень. И чем больше учеников научишь, тем больше выше поднимешься. Ну и с другой стороны, ты учитель только в том случае, если ты учишься у других. Пока ты учишься у других, ты сам можешь учить. Как только перестаешь учиться у других, так и сам перестаешь быть учителем. Но я об учителе в великом смысле, об учителе с большой буквы. Я думаю, вам это все знакомо. Я просто освежаю в вашей памяти. Ну и делюсь своими какими-то фишками, своими открытиями. Ваш сказитель, белый шаман, сын полярной звезды Большой Медведицы, варганист-импровизатор, мастер по изготовлению варганов Сагатох Чоромкин. До встречи на канале «Сказы сибирского шамана».